Договорились с Интером. Акция блокирования временно приостановлена. В течение 5 дней канал должен изменить свой контент и уволить директора по развитию компании «Национальной информационной системы» Игоря Шувалова. Подробности в сюжете. 2 дня подряд главный офис Интера окружен забором. Собралось несколько десятков человек в военной форме с украинской символикой. Представились бойцами Айдара и Святой Марии Дмитрия Корчинского. Дежурят круглосуточно. Сюда принесли шины, установили палатки. Уходить не собираются, пока не услышат их требования. Вимагали єдиного зміни інформаційної політики, антиукраїнської, проросійської, щоб ще під час миру ще одна справа, але під час війни, щоб взагалі недопустимо. На цьому каналі йде антиукраїнська позиція. После обеда активисты прекращают акцию, но только на 5 дней. За это время на Интере должны изменить наполнение программ и уволить директора по развитию компании «Национальной информационной системы» гражданина Росії Ігоря Шувалова. Керівництво каналу пообіцяло, що контент телеканалу буде змінено, що російських серіалів не будуть показувати на телеканалі «Інтер». Про те, що вони кардинально змінять політику телеканалу. Друга вимога – це те, що росіянина, агента Москви Шувалова буде звільнено і викинуто з країни. Вони на це погодилися і сказали, що вони це зроблять. Пожар в здании Интера, где производили новости телеканала, произошел в воскресенье. Люди в камуфляже сначала развесили плакаты, подожгли шины, затем, по словам сотрудников, ворвались в помещение и бросили дымовую шашку. Пожар уничтожил редакцию международных новостей и частично студию. Здание на улице Щусева тушили несколько часов. В помещении произошло 2 взрыва. Все причины выясняет национальная полиция. К делу приобщили видео с камер видеонаблюдения Интера. Естественно, мы надеемся на объективность расследования, естественно. Но в это тяжело верится, поскольку буквально через несколько как небольшой промежуток времени помощник Авакова Зорян Шкиряк в эфире телеканала «Эспресс» обвинил нас в том, что мы сами подожгли свою студию. Замечу, это государственная должность. Я надеюсь на объективность расследования. Мы тоже проводим свое расследование, тоже будем по мере поступления каких-то результатов, тоже будем их придавать огласке. Но все-таки милиция должна заниматься своим делом. Во время пожара в здании находилось около 100 работников. Из-за пожара пострадала журналистка Елена Зорина. Сейчас она в больнице. Когда мы открыли двери 3-го этажа, мы увидели, что все здание уже в дыму до 4-го этажа. Было на самом деле страшно, потому что уже в здании не было света и пробирались буквально на ощупь. По пути вот еще умудрилась прихватить тряпку, намочить водой и приложить к лицу, если бы, не знаю, все как-то в режиме автомата происходило. И на крыше там есть такая лестница металлическая, без перил. И ты ожидаешь, что это лестница, и просто делаешь шаг в пустоту. И падаешь. Падаешь, ну, где-то 1–1,5 метра высота. Состояние пациентки, грубо говоря, между удовлетворительной и средней степени тяжести. Есть перелом поперечных отростков 2 позвонков. Мы ей планируем приготовить поддерживающий корсет. И, думаю, день-два, и она будет дома. Но дома должна быть на где-то постельный режим как минимум 10 дней. Врачи говорят, ближайшие 2 недели Елена проведет в постели, обещают отпустить домой через несколько дней. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.